Посреди плоского степного плато, на перекрестке караванных дорог, возвышаются могучие крепостные стены одного из самых известных и загадочных средневековых городов – Саурана. Еще в X веке арабский географ Ахмад аль-Макдиси писал, что это большой город, окруженный 7 стенами одна за другой. Он – пограничная крепость против гузов и кипчаков. Отличительной чертой Саурана были мощные крепостные стены. Если вы сейчас начнете измерять шагами, да, эти крепостные стены возводились из сырцового кирпича. Они были 20-шаговой толщины. Вот представьте, вот 20 шагов толщина стены. Вот слева-справа видно в разрезе, как выглядела крепостная стена Саурана. Вот она начиналась здесь. Здесь, на городище Сауран, последние 2 года работы ведутся при грантовом финансировании Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, ТО Казахский научно-исследовательский институт культуры. Раскопки проводились в центральной части городища. Там были раскопаны архитектурный комплекс, состоящий из 2 медресе и мечети. Затем были раскопаны Айт-мечеть, раскопаны главные северные ворота городища, а также улица, магистральная центральная улица, ведущая вот на центральную площадь Регистан. Сохранность единственного объекта в стране, сохранившего остатки исторической крепостной фортификации, уникальная. За высокими, до сих пор уцелевшими стенами, доходящей высотой в 6 метров, наблюдаются все детали топографии средневекового города, которые большей частью утрачены у иных городищ Казахстана и Средней Азии. На данный момент мы можем визуально наблюдать 2 периода строительства этих крепостных стен. Мы не можем сказать достоверно, сколько их было и в какое время оно было заложено, и как выглядела первоначальная стена. И с этой целью, для изучения вот этого вопроса, был заложен вот этот разрез на крепостной стене. Первоначальная стена, она была сложена из пахсы. Это ленточная заливка глины, жидкой глиной. Это первоначальная стена, она имела зубцы с бойницами, которые сделаны под уклоном, чтобы стрелять из лука нападающих. Здесь на этом разрезе видно, что эта самая первоначальная стена, она покосилась в наружную сторону. И мы видим здесь кладка из сырцового кирпича, это подпорка этой стены, покосившейся стены. И она была еще и оштукатурена. На этом уровне эта крепостная стена имеет длину где-то около 8, толщину около 8 метров. Многолетние археологические раскопки культурных слоев показали, что был не один, а 2 Саурана. И те мощные стены, которые туристы видят сегодня, было не что иное, как величественное ограждение средневекового города XIII-XVIII веков. Тогда о каком еще Сауране упоминал арабский географ? В 3 километрах восточнее от сегодняшней крепости в 50-е годы прошлого века археологи раскопали небольшое городище под названием Каратабе. В результате детальных историко-топографических исследований ученым удалось локализовать ранний Сауран. Предварительные археологические исследования на Каратабе датировали его культурный слой как верхний рубеж интенсивной городской жизни XII-XIII веков. Но наиболее веским аргументом в пользу того, что Каратабе – это и есть древний Сауран, послужили обнаруженные остатки нескольких рядов стен вокруг Рабада, тех, о которых и писал арабский географ. Пока доподлинно неизвестно, что именно произошло и почему некогда процветающий город сменил свое местоположение.
Существует несколько версий. Это и эпидемия чумы, и внутренний военно-политический конфликт, и монгольское завоевание, что в итоге и привело к переселению городского населения. В жизни Саурана было много очень важных событий, связанных с жизнью племен, народов, которые населяли Казахстан, вот, Сырдарьинский регион. Что касается Саурана, то он перемещался, менял свою дислокацию. Если ранее Сауран, домонгольский, он сейчас называется, остатки его Каратабе, вот, закончил жить в начале XIII века, то Атрар Позицарюкова доживает до XVIII века. И Сауран был столицей Акарты, столицей одной из крупных городов Казахского ханства. То есть его история чрезвычайно интересна. Персидский богослов, историк и путешественник Абул-Хайр Рузбихан обстоятельно описал Сауран XVI века. Необыкновенно приятный город. Построен он в открытой ровной степи. Он чрезвычайно веселый, светлый, с мягким бодрящим воздухом, который придаст разуму радости и силу. По всей округе растут и виднеются разного рода красивые деревья. Сегодня же Сауран меньше всего похож на город с цветущими садами, богатыми усадьбами, арыками и зелеными парками. Рядом нет ни рек, ни озер, и непонятно, откуда в город попадала большая вода. Ответ пришел сверху. Когда ученые провели аэрофотосъемку, то увидели на снимках цепочки земляных кружков. Еще в древние века город был оснащен водопроводной системой, состоявшей из подземных тоннелей – кяризов, общая длина которых составляла более 120 километров. Вода подавалась с отрогов Каратауского горного массива, и через каждые 5-7 метров располагались под определенным углом вертикальные вентиляционные колодцы, которые соединялись подземным тоннелем. Следующим объектом исследований на этом городище у нас является Айт-мечеть. Это загородная мечеть, предназначенная для проведения массовых богослужений во время мусульманских праздников, двух мусульманских праздников. Это Курбан-айт и Ораза-айт. Он расположен в северной части городища, за городскими стенами, и представляет собой площадь, окруженную сырцовой стеной. И в михрабной части был построен купольное сооружение с михрабом, сооружение типа киоска. В текущем полевом сезоне археологами Казахского научно-исследовательского института культуры была проведена очистка от завалов в праздничной мечети на Мозгах и продолжены новые исследования. Все датирующие материалы были найдены преимущественно на полу помещений. Среди них поливные и неполивные керамические посуды, металлические изделия. Все они в исторической литературе датируются 15-16 веками. Біздің қазіргі тұрған жеріміз 14-15 ғасырға тән Намазгах мешіт, Айт мешітінің орны. Бұл негізгі Айт мешіті мұсылман әлемінде кеңінен таралған. Бұның Бұхара, Самарқан, Ниса және Мерв қалаларында осындай Айт мешіт ашып зерттелген. Бұл көріп отырғанымыз Айт мешіт Қазақстандағы алғашқы ашылған мешіт, және де сонысымен қызықты. Бұл мешіттің негізгі функциясы осы Сауран қала жұртындағы сол замандағы өмір сүрген адамдардың айт мерекесі кезінде оқылатын оқитын намаз орны болып есептелген. Бұл айт мешіттің негізгі жалпы бас ғимаратының көлемі 11,5-да 12,5, және осы бас ғимараты күмбезделіп жабылған. Және де солтүстігінен, оңтүстігінен және шығыс жағынан 3 киоск болған. Сауран во времена своего расцвета был мощной крепостью с населением приблизительно 14 тысяч человек. Кстати, для сравнения, население средневекового Лондона начала XII века было чуть меньше 15 тысяч человек. Если мы обратим внимание, то здесь очень много кварталов. Здесь пошло ответвление в левую сторону.
Если дальше копать, мы эту улицу докопаем, может, до той стены. Между улицами находились кварталы. Мы подходим, я так думаю, к центральному перекрестку города. Да. Здесь четко читается, что здесь был перекресток. Сауран был одним из важнейших центров мусульманской культуры. От главных ворот мостовая, вымощенная огромными каменными плитами, вела к центру города, где находились остатки медресе и мечети. Обследовавшие их археологи поразились красоте и величию этих зданий, несмотря на их сильные разрушения. Медресе с качающимися минаретами было одним из чудес света того времени. Эти качающиеся башни простояли до начала XIX века, и даже имеются дагеротипные фотографии этих сооружений. Но сейчас от них сохранился лишь фундамент, кладка кирпича в 40 слоев до 6 метров глубиной. Причем все кирпичи были уложены в причудливый узор, а порой и закреплены на ребре. Подобной кладки фундамента не наблюдается ни в каком ином известном археологам строении. Так что вполне возможно, здесь и скрыт главный секрет качающихся башен. Көп жылдардан бері Сауран қаласы бұл өзінің қызықты құрылыстарымен археологтардың қызығушылығын тудырып келе жатқан бір қалалардың бірі, орта ғасырлық қалалардың. Сонымен қатар мұнда біз қазір тұрғанымыз бұл бастапқыда зерттеушілердің пайымдауынша бұл жерде қаланың сарайы болу мүмкін деген болжам жасалған болатын бұл жерде қазылмастан бұрын. Өйткені мұндағы құрылыс төбе күйінде жатқан кезіндегі топографиялық жоспарына қарасақ, мұндағы төбе 5 бұрышты пішіндегі төбе болатын. Және осыған зерттеушілердің пайымдауынша бұл сарайдың орны деп болжанған болатын. Және осы соңғы 2 жылда жүргізілген қазба жұмыстарының нәтижесінде бұнда биыл сарайдың орны анықталды. Және бұл сарайдың орны деп айтарлықтай себебіміз мұндағы құрылыстардың ішкі жағынан ішкі қапталдары гипстермен сыланған және күмбезделген қырлы гипстердің гипс сылақтарының бөліктегі көптеп табылды мұнда. Сонымен қатар мұндағы құрылыс ешқандай қатардағы үйлерге мүлдем ұқсамайды. Қабырғалары өте қалың және кесектен қалың етіп, мықты етіп қаланған. Мұнда біз өткен жылы жүргізілген қазба барысында мұнда үстіңгі деңгейдегі, үстіңгі құрылыс қабатындағы біз тұрғын үйді ашқан болатынбыз және биылғы қазба жұмыс барысында біз ол үйді алып тастап төменге түсірдік. Және ол сол үйді салу кезінде, кейінгі үйді салу кезінде мұндағы сарайдың құрылыстарына едәуір зардап шектірген. Қабырғаларын бұзылған, жаңағы едендерін ойып түскен шұқырлары, басқадай тандырлардың шұқырлары деген сияқты. Стены данного общественного сооружения сложены из сырцового кирпича, оштукатуренных гипсовым раствором. Само здание имеет ряд отличий от жилых помещений. В частности, в них отсутствуют суфы с тандырами, имеется купольное перекрытие, что также не характерно для рядовых жилищ. Раскопочные работы проводились на участке размером 30 на 25 метров. Первоначально были удалены конструкции первого строительного горизонта, выявленные в полевом сезоне 2017 года. По уровню второго строительного горизонта расчищены остатки сооружения дворцового типа. На данный момент археологами полностью расчищены 7 помещений. Многочисленные обломки средневековой посуды говорят о том, что Сауран был крупнейшим центром керамического производства. Причем самобытную сауранскую керамику невозможно спутать с какой-либо другой. Популярна сауранская глина и сегодня. Казахстанские реставраторы используют ее для восстановления средневековых культовых сооружений по всей стране. Существует легенда, согласно которой кирпичи для строительства мавзолея Хаджа Ясави изготавливали в Сауране, так как сауранская глина отличалась высоким качеством. Причем доставляли строительный материал довольно необычным способом. Люди выстраивались в цепочку до Туркестана, а это около 40 километров, и передавали кирпичи из рук в руки. Археологиялық қазба жұмысында оны қазба орындарын зерттеумен, ашып зерттеумен қатар, оларды консервациялау және сол қалпында сақтау, музейлендіру жұмыстары қазіргі таңда кең қолға алынып жатыр.
сол мысалға Сауран қаласында да мысалға басқа бөліктерінде мысалға орталық мына солтүстік шығыс қақпа, сонымен қатар көше, мешіт медреселерде жүргізіліп жатқан және қабырғаларда жүргізіліп жатқан реставрациялық, консервациялық жұмыстар осы қаланың қазіргі қалпын сақтап қалу мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар. Мысалға осы сарайды келешекте біз алдағы уақытта жүргізілетін ғылыми зерттеу жұмыстарының аясында біз осы сарайды толыққанды ашып зерттейміз деп ойлап отырмыз қазіргі таңда. Бұл әлде де пісіп жетілмеген қазба келешекте анықтала жатады. Вправо-влево улица уходила. В наше время здесь поставили бы светофор. Самый древний город Казахстана, где сохранились и крепостные стены, и множество подлинных памятников старины, сегодня одно из наиболее посещаемых туристами, включая иностранцев, исторических мест. И его близкое расположение к мавзолею Хаджи Ахмеда Ясави только повышает туристическую привлекательность Туркестана.